В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко. Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии». В студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гостья нашей студии – бывший директор музея-заповедника «Ханский дворец» в Бахчисарае Эльмира Аблялимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о том, как в оккупированном Крыму под видом реставрации, реконструкции разрушают памятник крымско-татарской архитектуры XVI века «Ханский дворец». Что можно предпринять для его сохранения? И способно ли мировое сообщество защитить исторические памятники в Крыму? Эти темы мы обсудим в прямом эфире, а сначала я предлагаю послушать информационную справку о Ханском дворце, которую подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Акция протеста против разрушения Ханского дворца состоялась 19 марта возле здания российского посольства в Киеве. Активисты выступали против так называемой реконструкции дворца в Бахчисарае. По мнению активистов, на самом деле российские власти Крыма не восстанавливают, а разрушают архитектурный памятник XVI века. На акции присутствовал и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Если мы думаем, что международное сообщество перейдет к кардинальным мерам, чтобы остановить Россию в ее агрессии против своих соседей, лишь вследствие того, что Россия целенаправленно уничтожает памятники крымских татар, и лишь только от этого мир содрогнется и буквально завтра приступит к каким-то очень уж кардинальным действиям, мы, наверное, просто будем ошибаться. Мир должен осознать в комплексе все эти угрозы, которые могут стать неотвратимыми. И вот наша задача сделать так, чтобы наличие этой угрозы мир не только чувствовал, но и воспринимал через такие конкретные ситуации, связанные с нашим уничтожением, чтобы они могли это ассоциировать с тем, что может происходить у них. О планах проведения противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова впервые объявили летом 2016-го. В очередь на реконструкцию включили и Ханский дворец. Проект реставрации подготовила фирма «Керамет» из Симферополя. Генподрядчиком стала московская «Атта Групп». Опыт ведения подобных проектов отсутствует у обеих компаний. Экс-глава комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дегтяр считает это главным нарушением. Проводиться робота за якимось проектом, який наскільки мені відомо, не оприлюднюється. Достатньо зайти в комп'ютер і подивитися склад тої проектної групи, яка працює над цим об'єктом. Нема там фахівців з реставрації. Большой резонанс вызвал и сам проект реставрации, в котором, по мнению экспертов, не учли ряд важных деталей. В частности, пренебрегли защитными каркасами для надгробий, ничем не защитили от повреждений и каллиграфические росписи стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном. Ханский дворец в Бахчисарае является одним из кандидатов на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день этот архитектурный памятник является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. Он включает в себя главный корпус с ханским кабинетом, официальный зал приемов, гарем, 2 мечети, дом муфтия, башни, внутренние дворики, сады и фонтаны. Крым в центре внимания. В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Гостья нашей студии – бывший директор Ханского дворца в Бахчисарае Эльмира Аблялимова. Ханский дворец – это целый комплекс. Расскажите о том, что из себя представляет этот заповедник. Бахчисарайский историко-культурный заповедник – это более 100 объектов, в том числе комплекс «Ханский дворец» в Бахчисарае. Название комплекс уже подразумевает большое количество объектов, их более 19.
Можно, конечно, их перечислять, но это и Дворцовая площадь, и конюшенный корпус, и библиотечный, и главный корпус, где находятся сейчас основные экспозиционные залы, и гарем, и Персидский дворик, Соколиная башня, Ханское кладбище, Большая ханская мечеть, Малая ханская мечеть, которая находится внутри, Свитский корпус, даже набережная с 3 мостами. То есть это огромный комплекс зданий и сооружений XVI-XVIII века, который уникален в своем роде, поскольку это единственный дворцовый комплекс династии Чингизидов, а Гераи, как нам известно, они ведут свою веточку от ветки Чингизидов, да, и, безусловно, это единственный комплекс архитектуры периода Крымского ханства, и в этом его, безусловно, уникальность. То есть мы говорим о том, что это памятник архитектуры коренного народа Крыма. Безусловно, безусловно. Расскажите. Скажем, даже это как духовный стержень для крымских татар. Единственный сохранившийся объект, который подтверждает 300-летнюю государственность коренного народа на этой территории. Всегда он был в центре политической жизни крымских татар. Всегда с ним были связаны основные события, которые были связаны с политической деятельностью крымских татар в 17 году. Если до Ханский дворец даже в период Крымского ханства он не был просто местом нахождения элиты государства. Это был таким центром, он стал все-таки центром политических событий этого периода. В 17 году он был также центром политических событий, потому что первый Курултай во главе с Нуманом Челебиджиханом был проведен именно в Ханском дворце. Наши современные делегаты тоже клятву перед народом давали в Ханском дворце. Всегда он являлся таким внутренним духовным стержнем для нашего народа. То есть это огромное значение для крымских татар имеет. Безусловно, безусловно. Наверное, я, даже сейчас не подберу тех слов, но это очень большой символизм имеет для нас. Безусловно, большой символизм. И поэтому такая реакция на угрозу. Такая реакция и такая боль, и такое к этому отношение, безусловно. Гульмира, расскажите о том периоде, когда вы руководили заповедником. Когда это было? Что происходило тогда? Это был 2014 год. Я до этого периода, до 2014 года, практически 13 лет своей жизни работала в государственной службе. Я работала в Бахчисарайской райгосадминистрации. И когда произошли вот эти всем известные события, для себя я очень четко поняла, что я не буду работать на государственной службе, и поскольку я не хотела. Это было связано с присягой. Мы были украинскими государственными служащими. Затем региональный меджлис рекомендовал меня на эту должность. Безусловно, до этих событий еще в 2013 году у нас были большие проблемы с директором заповедника Науменко Валерием Евгеньевичем в связи с тем, что были с его стороны определенные конфликты, связанные с нежеланием изучать определенный пласт истории, были проблемы, связанные с дискриминационным отношением по отношению к крымским татарам, которые работали там. И этот вопрос еще стоял еще в конце 2013 года. Когда в 2014 году региональный меджлис рекомендовал мне на эту должность, я согласилась на эту должность. И вот для меня это была как бы большая честь в том плане, что я считала, что это наша культура, крымско-татарская культура, и таким образом мы сможем сфокусироваться на объекте, связанном с нашей культурой, и развивать его. Правильно ли я поняла, что в Меджлисе предположили, что представитель коренного народа на должности руководителя мог бы помочь сохранению этого памятника? Безусловно, безусловно. Тем более, что если брать историю управления этим объектом, то первым директором этого музея был Усейн Баданинский, который очень много сделал для создания этого музея. Он очень много делал различных этнографических исследований, да, и в 30-х годах его, к сожалению, он был расстрелян. И я была вторым после длительного периода крымским татарином, крымской татаркой, которая
возглавила этот заповедник, безусловно, для меня это была огромная честь. И самой большой задачей для меня это было сохранение этого объекта и развитие вот именно этого пласта культуры. Ну, это все происходило на самом деле достаточно сложно, потому что назначение было связано с большими митингами и демонстрациями, но, тем не менее, как мне показалось, мне удалось найти, создать такую атмосферу в заповеднике, чтобы мы ушли все-таки от вот этих митингов и демонстраций. Прошу прощения, а митинги были против назначения Против вашего? назначения меня, да, на эту должность. И нам удалось создать такую атмосферу, при которой мы смогли нормально, конструктивно двигаться вперед. Ну, это же страшная ответственность. Пугала вас она? Конечно, я не могу сказать, что она меня пугала, она мне давала... Эта ответственность, она заставляла меня еще больше уделять внимание этому объекту. Тем более, что опыт управления у меня был. У меня последняя должность была заместитель главы Бахчисарайской райгосадминистрации. Я занималась вопросами, в том числе историко-культурными, я курировала эти вопросы. У меня были вопросы, связанные с бюджетом, с органами местного самоуправления, межнациональные отношения, экономика, очень большой пласт. Поэтому такие, ну, может быть, нельзя так говорить, но какие-то хорошие навыки управления у меня уже были, и я считаю себя в этом плане хорошим таким управленцем, который может создать условия, собрать команду, которая сможет давать результаты, что, в принципе, мы и делали в такой непростой, сложный период. Скажите, а в каком состоянии Ханский дворец был до российской аннексии? Здесь, конечно, нельзя ответить очень как-то так однозначно. Да? Надо сказать, что Бахчисарайский заповедник до 2014 года находился в управлении республики. Да? Это было Крымское республиканское учреждение, Бахчисарайский историко-культурный заповедник. И, безусловно, все вопросы, которые связаны с его развитием, они упирались на Министерство культуры Автономной Республики Крым, Совет Министров, Верховную Раду Автономной Республики Крым. И мы должны также понимать, что весь этот период очень активно в Крыму развивались пророссийские настроения, открытые татарофобские настроения. Безусловно, все, что связано было с крымско-татарской историей, культурой, традициями, обычаями, они на каком-то этапе очень серьезно тормозились, и в этом, скажем так, в становлении этого вопроса, да, очень сильно влияли политические процессы, которые происходили в Крыму. Я могу привести такой очень простой пример, когда лидеры крымских татар, общественность, научное сообщество говорило о том, что необходимо поднять уровень заповедника, а особенно это было связано с вопросами номинации заповедника в Организации всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая номинация была еще в 2006 году, если я не ошибаюсь, и должен был номинироваться непосредственно комплекс Бахчисарайский ханский дворец. И первый вопрос, который стоял всегда, это статус заповедника, не как объекта местного значения, республиканского в данной ситуации, а национального значения. Так вот, этот даже такой вроде бы простой вопрос всегда останавливался, потому что очень трудно было убедить депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым того периода, которые в последующем помогали оккупации, да, и имели определенные татарофобские настроения, для того, чтобы изменить этот статус и дать возможность поднять уровень заповедника. Я уже не говорю о его финансировании. С 2000-х годов, я точную дату сейчас не назову, но это период 2000-х годов, произошло такое, на мой взгляд, совершенно непрофессиональное решение, когда 3 музея-заповедника Крыма, наиболее крупных, были переведены на самоокупаемость. Это для нормального понимания культуры, да, и объектов культуры, это нонсенс, такое решение, которое, на мой взгляд, абсолютно было губительным, потому что объяснялось это тем, что 3 эти объекта, это Ливадийский музей, Воронцовский и Бахчисарайский, у них самая большая посещаемость, они очень много зарабатывают, таким образом могут сами себя содержать. Это объекты культуры.
То есть, другими словами, их лишили финансирования, Да, из сказав, что бюджета. сами о себе Да, позаботятся. позаботьтесь сами о себе. Естественно, что происходит? Заповедник – это комплекс. В нем работает больше 200 человек, которые должны получать заработную плату. Это есть какие-то коммунальные, текущие расходы, которые необходимо осуществлять. Да? Но есть еще дополнительные, связанные с исследовательской деятельностью, с археологической деятельностью, с реставрацией объектов, с закупкой новых музейных предметов и так далее. То есть заповедник остался в ситуации, когда все доходы, которые приходили от продажи билетов, они были направлены на текущее потребление. То есть это заработная плата, коммунальные услуги там, и так далее, и так далее. И, естественно, ни о каких реставрационных работах речь научных исследованиях и все, что связано с основной деятельностью, да, заповедника, закупкой там новых музейных предметов, уникальных, интересных, а их действительно было очень много в этот период, и можно было пополнить фонды музея. Об этом, естественно, речь и не шла. И все это в совокупности, безусловно, привело вот, к такому состоянию, когда действительно отдельные объекты нуждались в реставрации. Но в этом плане, как мне кажется, на сегодняшний день отдельные политики, которые прекрасно понимают, в чем на самом деле была причина подобного состояния заповедника, они несколько манипулируют, обвиняя в этом, сейчас очень модно в Крыму обвинять во всем Киев, Украину и так далее, и в этом есть, конечно, большая манипуляция. То есть, по сути, решения принимали те же чиновники, которые сейчас остались в российской власти абсолютно Крыма. Правильно. И когда они говорят, что виновата Украина, они умалчивают о том, что вина лежит на них самих? Конечно. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии», и крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. В эфире «Дневное шоу» на радио Крым Реалии. Гостья нашей студии – бывший директор Ханского дворца в Бахчисарае Эльмира Аблялимова. Работы, которые российская власть Крыма сейчас называет реконструкцией, реставрацией, эксперты называют уничтожением. Почему? Действительно, сейчас вот относительно даже терминологии того, что там происходит, идут большие манипуляции. Иногда мы видим применение термина «реконструкция». Иногда это называют, вот я смотрела вот так называемое общественное слушание, которое недавно они проводили, они называют это ремонтно-реставрационными работами. Когда мы смотрим источники, открытые источники, открываем документы, то мы видим новое название, это первоочередные противоаварийные работы. То есть, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, это реконструкция, что непозволительно, то есть применяются обыкновенные строительные нормы к объекту, к памятнику XVI века, к которому эти нормы недопустимы к применению. Здесь речь должна быть исключительно о реставрации. И, как мне кажется, самая большая манипуляция идет с понятием проекта экспертизы. Потому что вот правильно у вас вот в небольшом вашем сюжете, который вы подготовили в начале нашей передачи, Яков Яковлевич Дегтярь, он сказал о том, что проекта мы не видим в доступе, мы действительно его не видим. Кроме этого, мы не видим экспертизу на этот проект, научную экспертизу, которая является как бы основным документом, подтверждающим, что выбранные решения являются верными. Насколько нам известно из тех источников, которые мы имеем на сегодняшний день, экспертиза прошла только на стоимость объекта, то есть на ценовой параметр. Насколько правильно рассчитаны цены, сметная стоимость. Но насколько правильно были приняты инженерные решения, на это, безусловно, умалчивается, это закрывается, поскольку этого, как мне кажется, и в природе совершенно нет. Кроме этого, очень важным перед началом проведения реставрационных работ должны быть проведены очень большой спектр научно-исследовательских, изыскательских
мероприятий, которые бы ответили на вопрос, насколько там стены могут выдержать этот вес, да, насколько, какое состояние там грунт имеет под зданием, в каком состоянии находится черепица, какая у нее влагоемкость, что происходит с балками, насколько они подвержены там различным там процессам, связанным со старением дерева, да, и так далее. То есть вот этого тоже всего не было, и эти общественные слушания на эти вопросы, безусловно, тоже не ответили. А у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Алло, Говорите, вы в эфире. алло. Хорошо. Вы знаете, что я вот в Бахчисарайский дворец очень часто и внуков своих и детей водил. И сам был в Бахчисарайском дворце. И вот в советское время я помню, как в Бахчисарае, сколько там роз было, сколько клумб было, как ухаживали, как все. И как это опустилось после, когда рухнул Советский Союз, все это обрушилось. И при Украине к нему относились отвратительно. В этом виноваты и местные власти, но виноваты и Киев, который для Киева что? Не было это значения, что это международный такой памятник архитектуры. И теперь сейчас, ну сейчас какой-то ремонт, пусть ругают там, что они вот так вот, неважно, то хоть что-то приведут в порядок. Но вообще-то я вспоминаю Советский Союз. Как там было красиво и хорошо. Откуда вы звоните? Скажите, пожалуйста. Что? Откуда вы звоните к нам? Я звоню в Симферопольский район. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Ну, Советский Союз люди вспоминают в том числе и розами. Вы знаете, я что хотела бы здесь сказать. Конечно, два момента, которые я для себя услышала. Киев тоже виноват, да? Здесь, опять-таки, как мне кажется, в Крыму работала служба безопасности, да, СБУ. И, как мне кажется, вот та служба СБУ, которая практически в полном составе перешла на работу в российский аналог ФСБ, да, она и готовила же вот эти аналитические записки о межнациональных отношениях в Крыму, о опасности крымско-татарского фактора. Наверное, я не открою сейчас новости, и это не будет уже государственной тайной. Когда я работала еще в бытность заместителем главой Бахчисарайской райгосадминистрации, у нас проходили там учения, связанные с гражданской обороной. И вот на одном из учений была такая вводная, когда крымские татары якобы, это гипотетическая ситуация, которая возможно развитие в Крыму, да, когда крымско-татарские экстремисты, как тогда вот это такой термин применялся, они активно стали работать в своей среде для отсоединения от территории Украины и присоединения к Турции. И вот в этой ситуации мы, как государственный орган, должны были предпринимать соответствующие действия, и это были вот такие вот учения, связанные вот с вот такой вот опасностью. На мой вопрос нашему преподавателю о том, что подождите, как же с Россией, как мне кажется, мы больше опасность видим с этой стороны. Они сказали, что нет, у нас принят закон о том, что Россия у нас дружеские отношения, у нас есть соглашения и так далее, и так далее. То есть вот эти все аналитические записки об опасности крымско-татарского фактора готовили местные службы, которые направляли это в Киев. А Киев, безусловно, собственно говоря, здесь тоже, наверное, достаточно было пророссийских политиков, которым было это выгодно. Было очень выгодно иметь вот такую проблему в Крыму, и вокруг которой нужно политически можно собирать какие-то там дивиденды, организовывать какие-то партии там, и так далее. Ни для кого не секрет, что очень большое количество пророссийских организаций было создано в противовес крымско-татарскому национальному движению и нашим правам. Да? Ну, а что касается «приведут в порядок», я очень благодарна этому слушателю нашему за этот вопрос, потому что мне тоже очень часто задают этот вопрос наши соотечественники. Говорят, подождите, они же все-таки, крыша же действительно протекала, она же действительно, это ж плохо. Нужно проводить эти ремонтные работы. Я здесь хочу сказать о вопросе аутентичности. Вот это очень важный момент. То есть мы говорим не просто о подлинности, мы говорим о том, что этот объект, он несет в себе характеристики той среды и той эпохи, когда его
строили, правильно? И этот объект несет определенную информацию о той среде, об эпохе, об экономике, о социальной жизни и так далее, и так далее. То есть он несет определенные особенности, является определенным источником. И кроме информативности, он еще имеет признаки репрезентативности, он имеет признаки там, экспрессивности, то есть внешнего фактора и так далее. И если мы убираем какой-то элемент, вот в результате, там, допустим, вот этих общественных слушаний, я услышала такой аргумент, что мечеть уже перестраивалась, ремонтные работы, безусловно, проводились. Конечно, проводились, там назывались 18 век, 19 век и так далее. Безусловно, проводились. Но эти работы, вот если памятник несет какой-то физический и метафизический контент, то в результате его развития, да, ремонта и так далее, они приобретают исторический контекст, правильно? То есть мы видим, как проходили ремонты, и это тоже источник. Но когда мы убираем определенный пласт, мы убираем фактически вот этот вот физический контент, который несет этот объект. И этот объект перестает быть памятником. Потому что вот с того момента, когда мы определили, что комплекс Ханский дворец является памятником, мы его подлинность зафиксировали. Дальше, изменяя какой-то элемент, мы уже теряем вот этот вот определенный пласт исторических исследований, мы убираем его информативность, внешний вид, репрезентативность, ну и так далее, и так далее. То есть это очень важный момент. Мы не должны менять его информативную сущность этого объекта, этого памятника. Поэтому вот здесь необходимы реставрационные работы, и технологии всем известны, но они ни в коей мере не должны изменять облик, менять его и убирать вот эту вот составляющую аутентичности. Тем временем в Крыму российские власти проводят определенную информационную кампанию по поводу необходимости и законности, скажем так, работ, которые проходят в Ханском дворце. И недавно была большая пресс-конференция, общественное слушание. И давайте послушаем, что сказал автор проекта работ в Ханском дворце, доцент Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Павел Литовченко. Он утверждает, что балки Ханского дворца были в аварийном состоянии, поэтому их пришлось демонтировать. Давайте послушаем. Когда начался вот этот вот демонтаж, противоаварийная работа, были, помимо инженерного обследования деревянных конструкций, было проведено более подробное инженерное исследование всех элементов. Был приглашен доктор биологических наук для выполнения микологических исследований. И было установлено, что практически все деревянные элементы в той или иной степени имеют биологические повреждения. Было выявлено 3 вида грибковых повреждений. Были выявлены повреждения в виде жуков-вредителей. Кроме того, вы видите отверстия, были выявлены следы специфического отряда пчел, которые не создают улья, а живут непосредственно в деревянных элементах. И вот эти вот отверстия, они достигают диаметра 10 миллиметров. То есть они, как жучки, устраивают вот такие вот ходы, что ли, вот в этих вот деревянных элементах. Эльмира, что вы думаете по поводу этого заявления? Конечно, это просто заявление на самом деле. Было бы гораздо, наверное, правильнее показать результаты этих биологических исследований этого доктора, и в результате которых мы бы, наверное, увидели, какое количество древесины они проверили, и мы бы могли более предметно разговаривать. Я тоже очень внимательно следила за этими слушаниями, и насколько я услышала, здесь очень четко у них были несколько месседжей. Первый месседж, который я услышала, то есть нам выделили средства, мы должны их освоить. Второй месседж, который я услышала от проектанта, значит, о том, что крыша была очень сложной конфигурации, и там было очень мало свободного места. Мы не могли установить дублирующие конструкции, и именно поэтому, как мне кажется, он прям ответил на этот свой вопрос, мы сняли всю крышу.
Что касается черепицы, тоже я услышала очень четкий месседж, что очень сложно было найти эту черепицу сейчас. Мы бы не ограничились только Бахчисарайским районом, нам надо было искать ее по всему Крыму. А работники при чистке черепицы могли ее повредить, поэтому нашли легкий способ, заказали черепицу итальянскую. Кроме этого, как мне кажется, был такой, на мой взгляд, вообще очень удивительный такой месседж о том, что, если нашим потомкам это не понравится, они могут, изменить этот объект. Есть правила обратимости реставрационных работ. Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними. Через несколько секунд продолжим общение с Эльмирой Аблелимовой на частоте 105,9 FM. Не переключайтесь. Каждый день на сайте Крым Реалии слушайте эфир «Радио Крым Реалии». В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Мы продолжаем беседу с Эльмирой Аблелимовой и говорим об угрозе разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму. Сейчас мне передают, что есть вопрос от нашего читателя, слушателя на Фейсбуке. Он задает, я, правда, не смогла до конца услышать, что именно спросили. В целом говорят о том, что изменится из-за того, что перекроют крышу. То есть сам объект же останется, и ее и раньше могли перекрыть, и в прошлом веке могли перекрыть. В чем трагедия вообще? Трагедия в том, что мы, еще раз возвращаемся к тому, что мы теряем подлинность этого объекта. Замена черепицы приведет к тому, что все-таки Ханский дворец – это комплекс. И его общие репрезентативные функции, они будут нарушены, потому что комплекса уже не будет, потому что черепичная испанская черепица, она совершенно другого цвета, формата, геометрии совершенно другой. Из общего контекста она будет уже исключена. Да? То, что это не реставрационная работа, реконструкция, мне кажется, уже всем очень хорошо понятно. Кроме этого, мы лишаемся огромного пласта исследований, связанных с ремонтами дворца, с ремонтами Ханского. И вот такое отношение к черепице, которое мы на сегодняшний день имеем, оно не позволит в дальнейшем, вот то, о чем говорили на этих общественных слушаниях, главное правило реставрации – обратимости работ. Обратимости не будет, потому что, к сожалению, вот эти методы и технологии, они не позволят вернуться к первоначальному виду. Нет этих аутентичных балок, уже мы их не восстановим, нет черепицы при том состоянии, в котором оно сейчас находится, мы их тоже не восстановим. Поэтому практически большой пласт этого объекта, этого памятника мы утеряли. По поводу черепицы я хочу поделиться историей. Я в Керчи гуляла по горе Митридат, по раскопкам Пантикопея с другом-историком, археологом. И он время от времени наклонялся, поднимал осколки черепицы, показывал мне их и говорил, вот это Милецкий период, а это из Крита привезли. Я говорю, как ты знаешь, откуда? Он говорит, посмотри, другой цвет черепицы, а здесь какие-то вкрапления, а здесь примешивали какую-то сажу. Это все очень видно. И я думаю, что просто люди, которые не сталкивались так плотно с историей, с археологией, просто не понимают, какую ценность приобретает черепица для тех, кто смотрит на нее как объект истории, архитектуры. То есть это же как-то производили. Наверное, были какие-то местные технологии. Местные умельцы думали, как покрыть эту крышу так, чтобы она не протекала, чтобы были какие-то там сохранены архитектурные нормы тех лет. Наверное, это все непросто. Конечно, мы сейчас очень плотно работаем с отдельными исследовательскими организациями Киева, и пока еще не получили полностью это заключение, но обсуждали эту тематику, каким образом нужно было снимать эту черепицу. То есть она должна была быть вся как минимум пронумерована. Она должна была исследована на ее ценность историческую, потому что там есть черепички, связанные
там с клеймами. Это очень характерно для... То есть каждый мастер ставил свое клеймо, как вот на золотых изделиях и так далее, оставлял свой след. То есть нужно было выделить ценные предметы. Возможно, там были черепицы, которые глазурированные, да, там зеленая глазурь, покрытые глазурью. Тоже очень важный аспект. Этой работы, к сожалению, она не была произведена. Ну, а аргументы такие, что нам не разрешили открывать там кустарное производство по изготовлению этой черепицы аутентичной, да, и можно было там частично их заменить, какую-то часть кровли. Ну, как мне кажется, они очень слабы, поскольку технологии известны. Есть, в конце концов, турецкие реставраторы, у которых, если мы что-то не знаем, можно у них что-то спросить, узнать и выяснить. Поэтому, ну, к сожалению, просто вот я думаю, что это такое отношение. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на днях заявил нашему корреспонденту, что работы в ханском дворце наносят большой ущерб сооружению и что у специалистов появились опасения по поводу устойчивости отдельных элементов ханской мечети, в том числе минаретов. Что происходит с минаретами? Ну, здесь, конечно... Я небольшой знаток в строительстве, но минарет, один из минаретов, он имеет наклон. И, безусловно, вот эти все работы, они могут повлиять на его устойчивость. Да? Кроме этого, мы очень серьезно переживаем за сами стены, потому что, по нашим данным, по северному фасаду пошла трещина, и мы видим, что лопнули витражи на северном фасаде этого здания, мечети большой. Как мне кажется, это связано с тем, что вот именно с залитием вот этого вот армированного бетонного сейсмопояса, который дал разную нагрузку на стены и пошел в какой-то степени, там, видимо, перекос, где лопнули вот эти витражи. То есть именно об этом говорил Рифат Абдурахманович. Вот это действительно вызывает большие опасения, что будет происходить дальше. Тем более, что не было исследований, связанных с устойчивостью грунтов, и как дальше будет вести себя здание, мы, безусловно, не знаем. Витражи это были аутентичные? Они подлежат какому-то ремонту? Мне сложно сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не до конца владею ситуацией, что там происходит. Поэтому, безусловно, то, что они лопнули и треснули, это уже говорит о неправильных принятых инженерных решениях. При нормальных решениях они лопнуть и треснуть не должны. Но какие будут дальше приняты решения, конечно, это вопрос. Что будет дальше? Эльмира, на ваш взгляд, чего добиваются российские власти, уничтожая вот таким, в том числе, способом памятники истории и архитектуры коренного народа Крыма? Понимаете, вот здесь, как мне кажется, такой вот этнополитики-то в России не существует, да, по большому счету. Она направлена на ассимиляцию коренного населения и стирание его исторической памяти. Если мы возьмем там любые другие там субъекты Российской Федерации, там очень четко прослеживается эта тенденция. И это связано и с национальным образованием, и с историей, и с культурой, ну и со всеми другими аспектами. Поэтому, как мне кажется, здесь тоже применяется эта калька. Им очень важно на сегодняшний день вот эти вот свои пропагандистские лозунги все-таки так намертво вбить в головы крымчан и абсолютно исключая вот эту вот крымско-татарскую составляющую, да, Крыма. Мы не вписываемся в их общую идеологию, политику, которую они сейчас проводят в Крыму. Народ, который практически в полном составе не принял оккупацию, который продолжает сопротивляться, который является таким магнитом для всех людей, для которых слова свобода, права человека, не просто слова, а имеют определенную ценность, да, и именно это они пытаются применить. Это и целенаправленная политика по уничтожению коренного народа, заставить его замолчать, не претендовать и вынудить к иммиграции. Я это так вижу. Вообще, по сути,
само присутствие коренного народа, оно как бы немного портит российскую политику, так сказать, российского Крыма, да, то есть то, что они говорят своим гражданам о том, что это была всегда их территория, исторически их там, получается, что крымские татары мешают вот этому пазлу складываться. Складываться, абсолютно правильно, да, и вот эти вот месседжи, которые они вкидывают, как мне кажется, они очень такие опасные в Крыму, да, что до крымских татар здесь были греки, там, ну и так далее, и так далее. А куда делись и скифы, там, и другие народы, которые населяли эту территорию? Мы считаем, что мы симбиоз всех народов, которые проживали. То есть греки-то были? Были, да, но они же не вымерли, как динозавры, правильно? Они где-то ассимилировались, где-то сохранились там и так далее. За ними пришли другие народности и так далее, и так далее. И каждая следующая поглощала. Это известная теория Гумилева, да, о нациях и народах. Поэтому мы считаем, что мы симбиоз всех тех народов, которые проживали в Крыму, находились, и поэтому мы все очень разные. Даже сейчас мы молодая достаточно нация. И все памятники, которые находятся на территории Крыма, мы считаем их вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, там, этнической принадлежности. Мы считаем их своим наследием, потому что мы населяли эту территорию, мы включали в себя много разных народностей, и мне кажется, именно поэтому вот этот вот наш фактор такой большой толерантности к разным конфессиям, к разным народам, вот он поэтому так и сложился, да, мы именно поэтому так относимся, поскольку мы сами состоим из большого количества разных народов. И, конечно, вот эти вот месседжи, которые сейчас скидываются, они очень опасны, особенно для Крыма опасны. Все эти месседжи вкидывались и до 2014 года, да, и это была целенаправленная политика России, там, постоянно стравливать там русскоязычное население крымских татар, между крымских татар какие-то свои там, различные течения, расслаивая их, да, между там славян, там разные течения, расслаивая их. Это такая вот политика, которая, ну, в данной ситуации в Крыму может быть очень опасна, на самом деле опасна. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире дневное шоу на радио Крым Реалии, и мы говорим о судьбе ханского дворца в Бахчисарае. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Гостья нашей студии — бывший директор ханского дворца в Бахчисарае Эльмира Аблялимова. Эльмира, вы были в Париже, и там рассказывали об угрозе, которая нависла над ханским дворцом. Расскажите об этом. Это было мероприятие, которое организовано было Министерством иностранных дел и посольством Украины во Франции. На это мероприятие практически, оно действительно было очень большое количество, там было участников и слушателей, это были представители ЮНЕСКО и представители Центра исторического культурного наследия, это были представители дипмиссий различных стран при ЮНЕСКО, и мы постарались им предметно, показательно, это была презентация, не просто выступление, презентация, и мы подготовили материалы, рассказать о том, что происходит в Ханском дворце и почему это вызывает у нас такое опасение. На ваш взгляд, понимают ли в Европе, что в Крыму происходит уничтожение памятников и истории коренного народа полуострова? Что я поняла из этой поездки? Я поняла, что насколько сложна работа дипломатов на самом деле, потому что, конечно, за весь этот период Россия научилась работать с международными организациями, она направляет на это колоссальные средства, у нее гораздо больше специалистов работает в этих структурах, большое лоббирование через различные фонды и так далее. И то, что делают на сегодняшний день наши дипломаты, это практически, ну, такой очень, возможно, невидимый, но огромный фронт работы, и, как мне кажется, они добиваются определенных успехов.
Я вижу динамику в ситуации, да, вот как мы с вами разговаривали до передачи. Если мы возьмем ситуацию там 2014-2015 года, это одна ситуация, когда совершенно, да, была там озабоченность и больше ничего. Как мне кажется, сейчас все прекрасно хорошо, есть динамика в этом вопросе, и все понимают, что вопросы культурного, исторического и культурного наследия, они связаны с политическими процессами, которые происходят, да, между Украиной и Россией, то, что происходит в Крыму, аннексия, да, такое событие. Это понимание этого, безусловно, есть. Другой момент, что все пытаются найти какие-то юридические, правовые механизмы для изменения этой ситуации. И вот в этом, конечно, есть проблема, потому что Бахчисарайский дворец находится в попереднем списке. Это не в основном списке, да, и здесь есть определенные сложности, над которыми мы сейчас пытаемся работать и находить выходы из этой сложившейся ситуации. Вообще вы интересную вещь сказали. Европейские партнеры пытаются найти какие-то пути, находясь в правовом поле, а Россия, она ведь играет вне правового поля. То есть тут уже немножко разные как бы подходы. Конечно, здесь разные подходы, и эти подходы, они, к сожалению, такие же, как и в любой другой сфере, да. Там, мы возьмем ситуацию с правами человека, аналогичная ситуация, то есть наши европейские партнеры пытаются использовать те механизмы, которые выработаны Европой, да, за такой большой период их исторического развития. Но мы имеем дело с тем, с кем мы имеем дело, мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. Но одновременно с этим, принимая какие-то правила игры, которые применяет Россия, мы тогда тоже становимся на одну планку с ними, и чем мы будем отличаться от них, да? Поэтому здесь очень важно, как мне кажется, консолидация совместных наших усилий и поиск методов. Я хочу сказать, что здесь нельзя наскоком и таким вот кавалерийским подходом решить эту проблему. Почему? Потому что мы можем создать большие дальше сложности и проблемы. Вот маленький пример, да, я вам приведу. Есть такой город между Палестиной и Израилем, Хеврон. И его тоже Палестина очень сильно работала над тем, чтобы его включить в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Они его действительно включили, они поработали там со всеми членами комитета, который принимает это решение. В ответ на это Израиль выходит с ЮНЕСКо. То есть это вот такой демарш. Да? Нам нужно найти такие механизмы, при которых бы мы не получили большие проблемы. Поэтому сейчас здесь нужен такой более глубокий подход. Не просто действие ради действия, а действие ради результата. Вот это очень важно. Положительного результата для объекта. И, как мне кажется, здесь мы, защитив этот объект, мы очень четко сможем защитить тогда остальные объекты от подобного отношения к нему. Потому что на сегодняшний день, как я вижу ситуацию, из той информации, которой я владею, аналогичная ситуация была связана и с Домом музея Айвазовского, где та же фирма Атта Групп и Керамет провели без проектов, без экспертиз соответствующие ремонты. Аналогичная проблема, я, правда, не знаю, почему караимская община молчит, была проведена и в Кенасе в Симферополе, когда они там не провели реставрацию, а провели очередную реконструкцию. Ну, это только то, что мы видим на сегодняшний день, а то, что мы не видим, можно только, предполагать, да. Я уже даже не хочу открывать эту тяжелую очень тему, это археологические исследования в Крыму, потому что мы вообще не владеем абсолютно никакой информацией. И здесь, конечно, тоже большой такой вот... Единственное, что мы знаем, это то, что Россия заявила, что в результате тех археологических раскопок, которые велись только на территории так называемой трассы Тавриды, подходов к Керченскому мосту, они заявляют о более чем 1 миллионе находок археологических. Да. И их судьба теперь Украине абсолютно неизвестна. Абсолютно неизвестна. И это, конечно, большой пласт работы, над которым необходимо работать комплексно, системно, не от случая к случаю, не от проблемы к проблеме, а вот профессионально, системно и четко. Вот на ваш взгляд, вообще, что Украина может предпринимать в таких сложных условиях оккупации, и может ли она что-то сделать? Я всегда исхожу из такого принципа, что ничего не делать – это очень простой подход. Да? Сказать, что я не могу, потому что у меня сейчас нет возможности и так далее, это очень просто.
Что мы можем делать? Мы можем привлекать к этой проблеме большое количество научного сообщества, да, наших друзей, партнеров, для того, чтобы они вместе с нами консолидированно эти вопросы поднимали. Мы можем наладить, мы можем организовать все-таки, пусть это будет не та система мониторинга, которая прописана и четко параметры, которые нам известны. Но учитывая, что у нас есть недопуск к этой территории, мы все-таки можем организовать маломальски, но элементарную систему мониторинга за этими объектами. Мы можем проводить и активизировать гражданское сообщество, активистов к этой проблематике. События в Украине очень четко показали, что сила СМИ и сила гражданского сообщества – это большая сила, которая способна изменять ситуацию. Поэтому нужно просто консолидироваться вместе и находить механизмы и инструментарий для того, чтобы изменять эту ситуацию. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. Гостем нашей студии была бывший директор Ханского дворца в Бахчисарае Эльмира Аблелимова. Спасибо вам большое. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.